Самое первое правило, ну, вообще все эти правила служат, чтобы сделать картинку для зрителя интересней, чтобы ему было не скучно. Но в чем-то. И чтобы разнообразить движение взгляда зрителя по кадру. Первое, что вам надо знать, это то, что мы, люди, которые читают слева направо, воспринимаем также картинку. Мы ее воспринимаем слева направо. И если у нас тут будет что-то видно, у нас поэтому не очень видно. Или видно? Ну ладно, видно какие-то девочки на улице, да, и вот видите, они смещены в сторону. Мы считываем сначала домики, потом доходим до них, и, условно говоря, самое первое правило, не правило это даже, а особенность восприятия нами картинки, это то, что мы считываем ее слева направо, и чтобы сделать картинку более динамичной, мы с ним, для зрителя более динамичной для восприятия, мы смещаем объект от центра. Смещать от центра его можно точку вот эту вот, вот эту вот, вот эту вот или вот эту вот. Как они получаются? Они получаются разделением кадра на три части. По горизонтали, по вертикали. Решетка такая. Вот. Раз. Провели линию, два провели линию, три провели линию, ну, ровный, да, 4 провели линию. Получается, 4 линиями разбили, получили решетку, получили 4 точки, похожие на букву Z. Вот эта точка первая, вторая, третья, четвертая. Рисуется буква Z. Вам это правило на начальном этапе важно, чтобы вы просто начали думать, как объект можно сместить из кадра. Каким способом? Потому что если вы размещаете объект в центре и он двигается, кажется, что он стоит. Ну, что он завис в воздухе и в центре просто. Нет движения. Понимаете, да? Плюс зрителю скучнее. Зрителю некуда посмотреть еще. Тут он сначала должен увидеть дом, а потом все-таки найти этот объект. Хоть какой-то секундная задержка по поиску присутствует. Понятно. Ну, это первое правило. Оно такое простое, да? Потому что оно работает там во многих случаях, то есть, да, вот даже вот в таком простом пейзаже с крестиками. Крестики видны. То есть, видите, у нас есть кресты, они в 4-й точке. Ну, вот тут вот. Да, вот тут вот солнце. Он мог бы их снять в центре, но у нас бы взгляд совсем не двигался. Так снято солнце, сняты крестики, есть смещение. Еще важно, что как только вы хотите управлять вниманием зрителя более полно, задумайтесь о том, что важно располагать объект не в начале кадра. Ну, смотрите, вот тут, вот в этом кадре, вы сразу видите девушку, и она вот тут. Взгляд дальше не идет. Тут специально так сделано, чтобы тут было темно. Потому что в темное мы не уходим, мы тут темно, и мы сразу к ней смещаемся, она тут. Мы уже потом только рассматриваем всю сцену со стульями. Даже видно, слушайте, как удивительно. Вот. А вот в этом кадре, ну, там, видите, мы сначала рассмотрим комнату, лампочку, найдем дельфина. На этом путешествие заканчивается взгляда. То есть, читаем слева направо, хотим, чтобы зритель прочитал весь кадр, располагаем объект там, во второй, 4-й точке. Ну, то есть, тогда он будет прочитывать весь кадр и находить его, но никак не первый. То есть, первое не значит главное, первый он первый увидит. Вот, потому что, вот видите этого дядьку, часы очень явно перебивают, но мы находим его все равно. Мы все равно приходим к этому дядьке и рассматриваем картинку. А теперь закрывайте часы рукой. Смотрите, что становится главным в картинке. Вдруг мы начинаем видеть палитру. Палитру и дядьку. А так видели только часы. То есть вот этим вот и можно управлять вниманием зрителя. При этом как бы для меня часы слишком какие-то активные. То есть вот если их убрать, вдруг станет про портрет больше. И уже больше про художника, потому что сразу тут непонятно, что он художник, а потом ты видишь нечто похожее на палитру там сзади. То есть вот просто так концентрируя внимание, а тут вот занята первая точка, понятно, и 4-я. Оно не слишком плохо. Вот если бы он был перевернут, и вот тут он был во второй, а это было в другой, в 3-й точке, возможно, тогда бы мы бы вообще его неправильно воспринимали. Нам было бы сложнее его понимать. Понимаете? Вот тут свет заходит слева направо, в принципе, вот тут светлее. И вот тут вот сразу темно. И это тем самым ограничивает наше видение, и все становится на свои места. Мы дальше не уходим. А вот в этой картинке тут часы стали очень яркими, очень активными, и они куда-то очень сильно сместились в сторону. Ну, мы вылетаем из кадра. Если бы они были как в начале, вот в этой части, было бы все нормально, более-менее гармонично воспринималось. Понимаете? Ну, самое главное из этого — это 3-е.
то, что вы смещаете объект от центра, стараетесь его чем-то поддержать. Ну вот, ну нет, поддержать это второе правило. Пока смещаем от центра. И есть эти 4 точки. Желаем, чтобы рассмотрели весь трамвай и машину, сажаем сюда. Ну, так зрительский взгляд двигается, да, вот. Дальше. Для того, чтобы смещать объект от центра, очень часто надо нам следующая особенность такая, которую вы можете как такую фишечку использовать, да. Это большое-маленькое. Его используют художники, и эта штука позволяет нам даже в таком простом кадре добавлением вот этой розетки заставить зрителя осмотреть больше, ну и сделать ему интереснее. Закрывайте розетку, и вы будете тут же чувствовать, что девушка сидит в каком-то пустом пространстве, она не сидит у себя дома, там что-то исчезает, уже взгляд не двигается. Она тут не нужна, эта розетка, для смысла картинки вообще, она нужна как пятно. И вот это пятно составляет еще одну точку, куда посмотрит зритель, и позволяет сместить ее от центра, не зацентровывать картинку, потому что у нас есть розетка, есть девушка, есть отражение. Уже зрительский взгляд уже перемещается как-то по кадру. Понимаете? Потому что когда вы думаете только о центральной композиции, вы думаете, что вам хватит главного объекта для того, чтобы сделать зрителю интересно. Но очень часто его не хватает. Вот такие нарушения симметрии могут быть интересны. Вот все симметрично, монахи молятся, а один идет. Сбоку. А значок, ну, это логотип. На него не смотреть, на него. То есть вот монах и вот эти вот штуки, да. Вот он идет отсюда, казалось бы, и, ну, если перевернуть картинку, будет заметно, что горизонт немножко завален. Так мы не видим этого. Горизонт ровный, кажется. А переворачиваешь, она падает куда-то. А так вот он стоит, идет туда. Движение показано. Вы видите, что он идет в ту сторону, и есть движение перед ним, и он не статичен. Видно что-то, Лёха, или что? Вот. То есть мы всегда, ну вот, видите, тут масса людей и маленький мальчик. С одной стороны нарушение симметрии, с другой стороны заполнение пустого пространства. Маленький объект очень часто как раз-таки и позволяет заполнить собой то пространство, которое осталось после того, как вы сместили объект. Как только осталось, ну то есть вот тут объекты почти равносильны. Это постановочная пускай съемка, девушка, дерево. Ну то есть она работает. Я вам сейчас очень быстро показываю. Вот это не постановочная съемка. Паутина на деревьях. Маленькая фигурка добавляет туда, куда смотреть надо зрителю. И там находятся большие деревья, которые являются главным объектом съемки на самом деле. Но если снять без фигурки, зрителю будет скучнее. Показывают, во-первых, фигурка покажет размер дерева, во-вторых, позволяет сделать их не в центре. Ну, взгляд уже двигается. Все очень просто в этом плане. То есть у вас третий связан с большим маленьким. И тогда все начинает как-то работать. Следующее, очень сложное. Но я попробую это как-то потом еще много на этом останавливаться. Очень большая штука составляет набор линий в кадре. Любые линии в кадре нужны, потому что кроме того, чтобы развлекать зрителей, сделать интересную картинку, вы должны у него создать иллюзию реальности. Иллюзию реальности того, что двухмерное изображение похоже на трехмерное. Поэтому любые линии, которые подчеркивают глубину изображения, нужны. Их важно замечать. И они делают картинку объемной. Но первая линия, которая у вас есть, это линия горизонта. Она не проходит через весь кадр, она не проходит вглубь кадра, она проходит там, параллельно горизонтальным сторонам, как горизонт выглядит. Да? И у вас у нее могут быть несколько разных положений. Она может быть выше центра кадра, и тогда вы будете обращать внимание на землю. И она может быть там ниже, в принципе, центра кадра, и тогда все-таки небо тоже становится главным. Ну, ее может вообще не быть. И тогда это становится тоже интересным, потому что вдруг небо и земля начинают сливаться, а горизонта как такового нет. Он чуть-чуть вот тут виден, вот этой полосочкой, вы почти вы вообще ничего не видите, да? Ну, это просто такой кадр, он очень, вообще даже и на печати трудно будет воспроизводить. Просто синее небо, просто сливание моря и земли. То есть это такая, на самом деле, если брать какую-то сторону журналистики, это перебивка в истории. Ну, пейзаж. Там место, где это что-то происходило. Ну или вот, Афганистан, фигура человека, которую вы опять не видите, да? Потому что в этих кадрах все сложно. Они очень такие туманные, на самом деле, настроенческие. Вот, горизонт исчезает, фигура висит в воздухе.
солдат, война, видишь, у тебя как-то и там сложнее все это видеть. Ну вот другой вариант горизонта. Солдаты идут, земля, мало внимания занимает, больше неба. Вот опять-таки почти движение машины в пустоту. Ну то есть вот это интересная такая штука, которую можно пытаться искать. Мы привыкли к тому, что есть горизонт. Мы привыкли к тому, что есть пейзаж, есть небо, есть дома. И следующая линия в кадре — это перспектива. Ну, то есть, вот даже репортажный кадр с улиц Шотландии, какая-то уличная жизнь, и вы видите, что он объемен. То есть перспектива нужна, чтобы создавать объем. Уходящие вдаль дома, мальчики на переднем плане бегут. Ну, и это создает дополнительное пространство, объем, трехмерность и все такое. То есть они... Ну, вот перспектива за счет реки по-другому показана, да? Но это больше пейзаж, вот она вдаль уходит, постепенно уменьшается. Тоже все понятно. Другая линия в кадре, которая тоже важна, это любые диагонали. Иногда они интереснее перспективы. Потому что даже в таком простом натюрморте, ну ладно, натюрморт пока не будем. Ну вот, видите, диагональ придает динамику в таких фотографиях. Это старые знаменитые фотографии с постройки каких-то небоскребов в Нью-Йорке. Ну вот, его наклон. И наклон этой линии посреди кадра, с одной стороны, это уже не перспектива. Перспектива там воздушная, ну то есть просто с высокой точки снята. Но вот эта вот линия, она придает динамику. Вот статично он был бы неинтересен. Так, следующая линия какая? Это линия ритма. Это вот очень часто используется в таких штуках, связанных с какими-то иллюстрациями неких событий. Это ритм, который одинаковых объектов. Какой ритм? Вот такой вот ритм. Он для зрителя тоже интересен, именно своим мельтешением. Ну, это Китай, да? Там такого ритма много еще. Но в то же время вот этот ритм тоже забавен. Видите, все люди сидят, еще у них одинаковые ботинки, на темном фоне выделяющиеся. То есть, да, там внизу уже домики, но главный ритм то, как они сидят. Вот, ну, они могут быть сами по себе интересны. Вот эти любые ритмические картинки, они очень просты, потому что вот эта диагональ в сочетании с ритмом. Линии получаются из-за ракурса. Очень часто, используя новый ракурс, у вас появляются новые линии. Вот Брюс Дэвидсон, фотографии из серии о Нью-Йорке, про сотые улицы около Бруклинского моста. И вот, съемка сверху формирует линию. Как только наклоняете камеру вверх или вниз, тут же появляются дополнительные линии, которых до этого зритель не видел. И плюс у нас появляется, видите, еще один план, который рассказывает что-то об этих людях, дополняет портрет в уголке, да, а вот тут линия проходит. То есть это тоже очень хорошо. И заметьте, это широкоугольник. А чья фотография? Брюс Дэвидсон. Нью-Йорк, сотые улицы. Вот такая съемка с нижнего ракурса, ниже, чем мы привыкли видеть. Опять исчезает у человека голова. Но это уже там Вивьен Майер, ну, ее новый взгляд на человека, который отдыхал в машине. То есть, ну, ракурс — это часто просто изменение точки съемки. Мы привыкли видеть вот так. Снимите с уровня взгляда собаки, получите совсем другую картинку мира, совсем другие линии. Вот. Ну ладно, для мальчиков посмеяться. Тоже новый ракурс. Сверху и вниз перспективы уходят, тоже появились линии, ритмика вот этих вот штук. Вот. Ну понятно, как ракурс связан с линиями. Следующее, зачем вам важно следить в съемке, ну, пробовать замечать. Я понимаю, что это уже много. Третий, который большой, маленькой, линии, ракурсы, из-за которых они появляются. Но это в то же время дает вам разнообразие. И начинать думать по-другому, видеть по-другому. Но есть еще многоплановость. Многоплановость, ну вот, кстати, у меня хорошие такие репортажные иллюстрации. Видите, что, условно говоря, тут есть линии. Но если бы не было вот этих портретов, это было бы неинтересно. А это портреты, ну, из китайской электрички какой-то, то есть или какой-то северокорейской электрички, нет, северокорейской, наверное. То есть у нас есть обычный вагон, где лежат эти штуки, люди, линии, перспективы тут используются, но есть еще передний план, задний план размыт, и есть еще средний промежуточный с портретами вождей. Но это становится, картинки уже больше мест, куда надо посмотреть. У нее есть передний, средний, задний планы. Многоплановость, объем создается и вот так. То есть, ну, ближе к нашей действительности, да, многоплановость.
Передний, средний, задний планы. Ну вот тоже. Более формальная многоплановость, но без этих ног это были просто японские школьники, а так понятно, что они еще на концерте. Такие простые самые штуки, то есть, но видите, что она смещена в эту часть кадра, но не в эту. Потому что все-таки школьники главные, в конце концов, становятся. Ну вот зеркала. Вот портрет какого-то американского ковбоя в уголке, да, но тут зеркало, рогатая корова, флаг. Ну и в зеркале тоже передний план, средний план, ну и задний, условно говоря, задний и средний план, где он присутствует. Зеркало сразу же добавляет дополнительный план, любые отражения, любые штуки, которые вот... Ну, иногда фотографы используют формальные приемы. Вот так вот, тоже зеркало, но человека вписывают в какую-то рамку. То есть это формальный прием получения многоплановости. То есть наблюдать тоже за таким стоит. Или вот так вот, солдаты-американцы в Афганистане сквозь маскировочную сетку. Ну, то есть у нас, видите, какая-то тут... Ай, блин, ну, то есть вот изображение сквозь... Еще включился проектор, отлично. Сквозь маскировочную сетку, вот это вот, по краям темные какие-то пятна, видите? Так. Но это такие вот, ну как вот тут вот снимать сквозь стекло в метро. Это то же самое, как бы тоже создание многоплановости, тут вот передние блики присутствуют, то есть вот эта вот штука, вот линия, то есть оно создает объемность. Вот, ну и вот эта вот спинка впереди, она тоже не случайна. Она тоже для того, чтобы создать передний план. Ну понятно, естественно. Отделение объекта от фона. Вот, даже несмотря на то, что тут есть люди, у которых мыльницы, вы тоже можете отделять объект от фона, но несколько иным способом. Очень важно снимать, начинать на тональных контрастах. Если это ЧБ, снимать вот в такой форме. Когда у вас черное выделяется на светлом. То есть, ну, светлое на черном, черное на светлом. Вы видите, всего лишь силуэтная фигурка создает настроение ночного города тем, что она, во-первых, она видна на светлом фоне, ну, во-вторых, это можно было снять даже на мыльницу, потому что тут не видно слишком сильного размытия там фона. То есть, ну да, сложнее было передавать светлые места, да, но более возможно, чем снять, например, ну ладно, так не будет, а вот так. Потому что это оптическое отделение от фона, когда вы отделяете объект за счет оптики. И он кажется, что выплывает на нас среди вот всего вот этого пространства размытого. Но, а вот тут вот видите, планы сплющены, и тут цветовое отделение от фона. То есть цветом зеленым, ну вот с желтеньким и с оранжевым вот этим предметом выделяется все на холодном фоне, более холодным, чем этот объект. То есть начинаем смотреть вот за счет, на тональный контраст и на цветовой. Понятно? Ну, где тут еще такое? Ну вот тоже. Белое на темном. Ну, лицо еще окружено черной вот этой вот каемкой за счет шапки и волос, и оно очень ярко выделяется. Сначала лицо, а потом все остальное. То есть и зритель тоже, вы не думайте, он тоже на черно-белой фотографии сначала смотрит на светлые пятна. И сначала на свет, потом на все остальное. Потому что, видите, тут у вас еще из-за экрана, да, тут сначала девочка, там цветы какие-то видны, вот все отражения, потом только фигура тут человека в уголке. Он даже почти не виден. Но девочка видна сразу же, потому что темная на светлом. И фотографии кажутся ярче, если так снимаете. Потому что вот смотрите, даже в этом экране вот такой вот контраст, ну, я покажу вот так, руки просто сплетенные, оптически отделенные от фона. Этим тоже быстро разобрались. Следующее, вертикаль. Я не против вертикали в кадрах, но вертикаль всегда должна быть оправдана. Вы уже иногда можно крутнуть камеру так, и это какое-то новое видение. Супер видение, потому что у нас глаза вот так вот расположены, а не так. Потому мы видим мир все-таки горизонтально, а вы поворачиваете камеру вертикально, и вдруг, елки-палки, это же так ново. То есть и вообще по-новому. Но вертикаль всегда оправдывается. Для меня вот я нашел самый оправданный снимок вертикальный, это вот этот. Потому что тут, блин, ну вот, открываешь, машина едет сверху вниз, за ней след, то есть и все классно, движение, и она сейчас уедет из кадра, да. Но и вот этот
ну, клоун меньше, но вот этот вот человек тоже не мог быть снят горизонтально с этой длинной куклой. Слишком кукла тут, Иисус любит тебя, мы понимаем, кого любит Иисус, то есть какой-то он такой не слишком веселый, ушастый человек, которого любит Иисус. Вот. Ну или вот эта женщина без голубя, да, ну как-то по-другому. А тут голубь очень сильно оправдывает ее положение вот в этом кадре. Понимаете, почему они вертикальны, какие они должны быть. Не просто потому, что лицо у нас расположено вот так, или человек хорошо помещается в вертикальный кадр. Нет. Вы должны зрителю говорить о том, на что смотреть. Что вот тут солнце красиво пробивается сквозь деревья, листва, а тут играют дети. Силуэты. Причем вот это как раз таки тот вариант, когда, возможно, снимает немножко в минусе. Минус по экспозиции, чтобы подчеркнуть силуэтность вот этих фигур. И больше прорабатывается задний план, чем фигуры детей. Причем фотограф это делает специально. Фотоаппарат может так не сработать в автоматическом режиме. Понятно так, да? То есть вертикаль, ну вот тоже самый смешной вариант, она всегда оправдана. Вот в таком виде. Так. Ну и вот мы переходим к каким-то более жанровым вещам, потому что еще есть штуки, на которые фотографы очень часто обращают внимание, особенно в такой непостановочной съемке, это сравнение случайные, ну, сравнение каких-то объектов. Это уже то, как можно заполнять пространство кадра. Вот сравнение живого и неживого, да? Или, ну, елка украшенная. То есть такое тоже может быть. Возможно, это делалось постановочно, конечно же, но вот такая елка, да? Ну и сравнение людей с игрушками. Или вот такое, видите? Мужчина с трубкой, мужчина с сигаретой. Тут один не курит, да? Но все это где-то жизнь реальная, где-то картины. Плюс еще одинаковый шарф куда-нибудь. То есть, ну, вот такие пересечения, то есть, да? Там вот очки еще торчат, у него очки, то есть, ну, какие-то такие штуки. Но это уже меньше. То есть на этом строятся у многих кадры в таком виде. И еще в каждой фотографии важны границы. Вы об этом пока не задумывались, но границы это тоже линии. Ваша рамка, которую вы вырезаете откуда-то. Потому что вот когда она вот так работает, это хорошо. Видите руку чужую? И вот эта рука хорошо. Она интересна. Она дополняет реалистичность этому кадру. Он не просто уже пустой. В нем есть пространство за пределами границ. И в этом пространстве тоже что-то происходит. Как и вот тут вот. Ребенок, который торчит из кадра, там глаза. И это может быть. И так тоже зрителю интереснее. Причем он обязательно посмотрит на то, что обрезано. Потому что границы ведут туда. Это как линии. Как вот тут тоже эта рука. Ну там вы почти не видите, но там есть рука. Но она по тому же принципу сделана, но это больше похоже на натюрморт. Вот. Рука за портфелем. Она еще спрятана за портфелем, это рука, то есть, да, и видишь? То есть, ну, это как бы, ну да, вот это максимально показательно, потому что границам очень важно уделять внимание. И многие фотографы это делают. С пространством я как-то вам все описал. Можно было, конечно, это дольше описывать. Теперь это надо пробовать наблюдать в жизни.